Стены надо все разобрать, полы надо все разобрать, окна вон вообще нет, перегородок тоже вот. Все нажитое Люцины Ишановой сгорело за пару часов. Пенсионерка жила здесь со своей внучкой, которая приехала на каникулы. Жертв, говорит, удалось избежать только чудом. Мы как раз в огороде были. Я побежала домой за документами. Документы не могли уже зайти. Там уже невозможно было зайти, везде пламя. Ладно, еще у меня внучка с собой была. Если бы она бы дома осталась за 5 минут, я бы ее не могла спасти. В доме на 4 квартиры проживали семьи Юсуповых, Ишановых, Казаевых и Хафизовых. Сейчас у всех одно общее горе. Очагом возгорания стала вот эта баня. Альбина Хафизова, как обычно, затопила печь и ненадолго отошла по своим делам. Когда вернулась, все уже полыхало. Сейчас от этого места остались лишь стены, покрытые сажей, и металлическая печь. При открытии двери мне попал ударной волной огонь на лицо. Пострадало вот у меня лицо, рука. Детям я крикнула: открывайте окна, и мы через окно побежали в огород. Мы живем сейчас у родителей, у меня 2 детей. У людей мы тоже жить долго не можем. Квартиру в доме Хафизовой купили только в прошлом году. Ипотека застрахована. Сейчас они ждут оценщика со страховой компании. А саму квартиру Альбина застраховать не успела. Сейчас на восстановление 4 квартир нужно 1,5 миллиона рублей. Нужна новая крыша, окна, коммуникации, двери, мебель. У простых сельчан таких денег нет. Пожалуйста, помогите, кто сколько может. Семьи обратились в администрацию района. Просят поддержать как материально, так и временным жильем. Однако у района не оказалось резервного фонда. По 50 тысяч каждой семье наша помощь, это от администрации района. Также мы провели совещание с предпринимателями, со строителями. Наша задача в первую очередь это сделать ремонт, это крыши, восстановить жизнеспособность, так скажем, дома, чтобы люди не остались без крова и в зиму они смогли жить в этих своих квартирах. Сегодня закуплено уже железо на крышу, привезли доски на обрешетку. Сейчас мы стропила закупаем, то есть вот одна фирма уже завтра привезет. Также в районе открыли сбор помощи семьям погорельца. За пару дней поступило 100 тысяч рублей. Но это лишь малая часть необходимой суммы. Сейчас жители рассчитывают на помощь неравнодушных. Номера телефонов семей вы видите на экране на протяжении этого репортажа. Сирина Сахапова, Олег Мыльников, ТНВ, Камско-Устинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.